Вітаю, сябры! Сегодня, 15 листопада 2024 года, я вырашила отзначить поездкой своей у торговый центр Озас. Туды запрашаю вас пройти разом со мной. Калі што буду бачыць цікавага, я вам здыму. І паглядзіце, калі ласка, на гэты заход сонца і на агульны від Озаса, тому что вот эта селфі-камера не перадае, на жаль, колераў, які існуюць сапраўды. А вось паглядзіце, у які цудоўны заход сонца я приехала в Озас. И вось агульны вид хочу показать вам. Агульны вид торгового центру Озас. Агроменны, аж туды. Глядзіце, як прыгожа. Набліжаюся до ўваходу у гэты торговый центр. Даже крамай нават не назовеш яго. Ось тут ад прыпынка трэба ісці по такому пераходику. Пропустим машинку. И я уже тут здымала. А меня пропускают. Я здымала уже, глядите. Значит, найдите на моем канале Марьяна Гру 2. Коли войдете у плейлисты, у меня есть плейлист «Магазины Вильнюса». По-российски названный. Там есть Озас, який мы зняли з Олегом, з моим мужем. Меня зовут Марьяна, я забыла представиться, кто новый еще меня не ведает. Я спадарня Марьяна, з Менску, з Беларуси. Але зараз живу у Вильнюсе, столица Литвы. Дык вось, там мы были зимой, мне здаецца, альбо 22-го, альбо 23-го году, калі мы толькі сюды приехали жить. Тады для нас гэтая крама была абсолютно новая. Вось галоўны уваход, я до яго наближаюся. И вось такая башня, там какие-то развлекательные всякие гульни для детей, может, и так далее. Глядите там, поглядите той Озас. Ён тады был уже прыгожаны к Рождеству и Новому году. А вот зараз я и хочу поглядеть, что здесь уже прыгожано. Ну, ялинки яшчэ нема. Тут, звычайна, ось стаіць посередине гэтай плошчы ялинка. Это будет уже поздней. Там есть спортивный центр. И яшчэ, сябры, запрашаю вас на мой перший канал Марьяна Гру 1, які амаль полгода спал, крыху выспаўся, поспал. И там я литерально учора, 14 листопада, записала новую, чарговую свою песню, свою мастацкую самодеятельность, якую я планувала записать до своего дня народжения, 65 годов, у 20 красавіка. И вот с 20 красавіка прошло 7 месяцев, не прошло и полгода, як песня гэтая з'явілася. А мы тым часам, вось глядите, Озас, галоўны уваход, и вось я буду уваходить. Тут двери отчиняются сами. Я вам уже это
показывала. Вот зачиняется дверь, глядите, нікого нема, так? І ось так зручно підходиш, і вона сама. Так само ось наступне зараз відчиниться вже. О, і все. І тут на ескалаторі у саму краму. І так, пойдемо поглянемо, що цікавого. Ну, тут є ось ескалатори. Я от пройшла ось оттуда, увійшла. І такі довгі туди. Ось ви бачили будинок з вулиці. Ось він от туди простирається. До речі, каля ескалатору, недалеко від увоходу, глядите, є вельми важні речі. Гэта прибиральні. Яны ось туди. Зараз покажу. Такий йде коридорчик. Ось. І ось туди можна пройти. Тут є, звісно, і другий поверх, і третій. Я хочу зараз пропонувати вам зайти ось тут одразу каля ескалатору по лівому боку. Є ось така крама. І вона так само з ескалаторами. Глядите, вот там внутри едет эскалатор. На другий поверх. На другим поверсе будут товары для женщин, на первом для мужчин. Это такой магазин, крама оденья. И там, ну, больше-меньше, вот глядите, что тут написано. Больше-меньше reasonable prices. То есть, то бок, приемные цены могут быть. Может, это скидки тут написаны. Ну, ось тут можно набыть вот мужчинское оденье. Но на другим поверсе женочее. Я хочу пройти по женочему отделу, альбому уже что мужчинское показать и показать вам кошты. Давайте войдем в эту краму. Я одразу поднимаюсь на другий поверх. Сябры, я помилилась, забыла, очень давно не была. На другим поверсе, оказывается, это все мужчинское. Ось стоять такие челы, это как их манекены. Ну, ось, глядите, например, одразу. Это пиджаки. Пиджаки. Вот, кстати, такой, мне подобается пиджачок. Что здесь? Ой, забыла надеть окуляры. Я просто покажу вам мужчинське, та як, що виглядає тут, може, криху. Ну, ось такі куртки, вот жилетка такая. Угу. Вот такая вот дутая куртка. И ще висят и теннисочки, беленькая теннисочка. А что здесь написано? Треба апрануть мне окуляри. Я доведалася, що означає написання ось такое ось, глядите. 50 євро і 100 євро. Ось тая работниця, спрацовниця ось. І вона мені патлумачила, що калі, гэта скидка, калі вы набываете на куртки, калі вы набываете куртку за 200 евро, то 50 евро скидка. Калі за 300, то 100 евро скидка. То вы набываете ее не за 300, а за 200, а ту и не за 200, а за 150. Все. Можете проезжать, набывать. Ну, вот такие вот джемпера. Это все мужчинское. Но я не збиралась по мужчинским идти. Ну, больше цветное, что если вам покажу. То все какое-то все вот темное, шерое. Треба щось такое ось. Бачите? Ну, вот, а как тут бачить цены, кошти? Я не бачу. Сколько тут? Can you see the price of this? No, I show you and you look yourselves. Сами глядите. Ось. Ага, ось тут написано тоже ось. Скидочка, сколько там? 19,99,
27,99 тире. Ага. То есть с 20 до 30 евро. Вот такие t-shirts можно набыть. Угу. Ну, такая вот куртка. Ну, мужчине такую светлую, я не ведаю, як это. Но это очень великая такая департмент, отдел. И, конечно, я тут не так вельми цікавлюся ходить. Мы лепше пойдем уже ночью, окей? Я звернулася до супрацовника і спитала, мене цікавить шалики, як зимові, так і весенні такі кашне. І вже пройшла, ось там яны лежать, я там криху поглядела, там мне не підходить. І йду назад до іншого місця, де лежать такі зимові шалики. І хочу показати, які тут вот піджаки. Да? Видите, які кольори приємні. Ну, а кольки такой коштує? Ой, 119,90, 120 евро. 60 и 60 что-то там. Ой. Поравновываете со своими. А вот вельветовый. Глядите, какой вельветовый. Я вельвет люблю. Я памятаю, памятаете, кто старший? Як в Советском Союзе, я памятаю, мы уже жили у Бересті. А у Бересті я жила с 12 годов, с 72 года, и потом старейшая была уже, да, 76-й, конец 70-х. Як вошли в моду, штроксы назывались. Это были вельветовые брюки такие. Ой, як мы гонялись. Вот 139,99 такой вот. Значит, а это уже, это не вельветовый. А вельветовый такой болотного. У меня были светло-коричневые от, как-то мне сестра отдала. Я в них такая была модняцкая, ходила. Это был на наступный год, 76, 77, 77, 78. Потому что я уже працевала там после школы на швейной фабрике. Я там в этих штроксах, ну не самой фабрике, а вот я маю на увазі у житті. Так была такая, слыла такая модняцкая я. Штроксы. Ну, а вот у нас шалики. А, это джинсы. Вот шалик такие. Ну, такие больше-меньше блакитные. И, до речі, вместе с шапочкой. Разом с шапкой. Так. Кольки такі шалик коштує, глянем. Кольки. 99,99? Да, ну нет. Это не может быть. Что я? Я что? Не бачу, не верю своим глазам. А что тут? Заклеено, что-то наклеено. Я не бачу, яким боком. Точно 99,99. Что? Я не понимаю. Это что? Это таки реальный кошт, дядя. Вы что себе придумали, дядя? Вы что? Які у вас кошти? Вау! Я навіть не у гэтага дяді от спитаю, а вернуся і спитаю того, кому, до якого я звернулася, і удокладню. У этого дяді бесполезно питатися. Ну, ось такий сучасний мужчина, глядите. Ті можуть яны воевать, ті можуть яны штосьці робити, ті можуть яны звергати диктатури. Ось дудочки, ось все. І в офіс, у кафе і в ресторацію. Ось все. Я, конечно, криху жартую, але в кожному жарті є некая частка речаїсності. Все, щабри, я все довідалася. А покуль я йду на эскалатор, как ехать долу. Вот тут же ночі товари, оказывается. Значит, глядите, я вам даю зараз правдивую информацию. На другим поверсі гэтай крамы
знаходзяцца брэндавыя тавары. Вось, калі паднімецеся, то злева жаночыя, а справа мужчынскія. І вось гэты шалік, ён бренд Boss, нямецкі Boss. І таму, ён сказаў, это вельмі старэйшы бренд, вельмі такі якасны, і таму сапраўды такі шалік стоіць 100 еўра. А больш танныя тавары знаходзяцца на першым паверсе. Як войдзеце, то налева, наадварот, мужчынскія, а направа жаночыя. Вось такі расклад тут. Ну, давайте поглядим. Ну, например, вот тут. Вот джемперок. Это жаночий. Не знаю уже, какой тут бренд. Глядим на цену одразу. 60. 59, 99. Вот такой вот блакитненький. Такой больше-меньше. А вот больше темно-блакитный джемпер. Вот и он кольки. Так, для поравнания. Угу. Вот. Уже 40. Но тут эта цена, ну, больше-меньше приемлемая. Ну, там, для джемпера, да? Ну, например, то есть такая вот рубашечка. Вот такая рубашечка. Как бы под деним. 50. Это не деним, но колер под деним. Под джинсовочку такую. Ну, пройдем сюда, например. Что тут написано? Тут вот уже скидочка с 20 до 33 евро. Тут можно набыть такие вот какие-то, допустим, вот кольки такая коштує. Як тут побачить? Где вверх, где низ? Не бачу. Вот так вот это или нет? Я правильно вам показываю? Пробачите, коли я... Ай, не знаю. Так и не побачила. Не побачила, так. Ось тут можу побачити. А, вот. 32, значит, 33, вот, да. А, здесь товары вот от 20 до 30. Вот они такие. Тут вообще не такие. Ось полосатенькая, например. Так, как тут? Ой, не могу. Я ничего не бачу. Ага, 19,99, вот 20. Угу. Ну, такой колер, такой приемненький. Но это маечки, да, или баечки. Это с длинным рукавом? Да, с длинным. Так, и кольки она. Это 30, а 33. 33. І так само тут вельми великая ялинка уже стоит. Вельми великая так само частка тут. Ось такие. Ось такая блакитная. Ось такая. С таким рукавом на 3/4. Например, сколько такая? 50, уже подороже. Ну это ж на тым только столе такая скидочная продукция. Ага, ну вот такие свитерок, ну джемперок такой, вот как бы розные, такие приемные колеры. Чайная роза такая вот, такой вот зелененький, мне вот подобается. 40 такие коштує. І все ж таки я пропоную пройти на перший поверх. Ну, тут такие зеленые. Такая зелененькая. Так само тут какие-то будут знижки. Угу. А мы идем с вами на перший поверх. Я йду на ескалатор, який зараз... Глядите. Ось тут огроменная. Это налево будем мужчинские товары, наоборот. Так само великие. Тут уже чего только нет, и шкарпетки. А ось туди направо будут жаночие. О, глядите, какая ялинка пригожая. Уже.
такі шари пригожі. І різнокольорові. Бачите? І пригожі, не тільки ось є і золотисті, і серебристі, і зелені, і червоні, і жовті, і блакитні. О, бачите? І пригоже глядиться. Так що, коли ви вирішите ось так упригожити ялинку, ви будете у тренді литовським. Ух ти! Глядите, яка пригожа эта безрукавка. Прикольно. Цікаво, скільки вона коштує? 33. Это вышивка или что? Это принт. Не, это вышивка, щабры, это вышивка. Ай, какая пригожая. Який помер. Я не бачу. Господи, ничего не бачу. Ну, а там что далее? Всякие вышиванки тут. О, глядите, еще какая. Давайте я вам достану. О, видите? Пригожая якая. Так и мне здається, широкая некая, а? Короткая и широкая. Ну, скільки вона коштує? Поглядим. Перевернем. 27,99, да? 28 евро. Вельми пригожий. Так, еще поглядим. Это жемпера опять, свитера. Ну, всякие тут шапчонки. Ага, шляпа. Это капелюш. Беретик. А нет, это так само кепи с козырьком. Ось берет. До речі, скільки коштує? Угу. Я берети люблю. Але я... Ай, не бачу я. Так, треба освободити руку левую, яка тримає камеру, як поглядеть лепше. Ну, ось тут такі шалики. Угу. Так. Поглядим. Поглядим. Проходжу криху далей. Ну, бачимо, тут є ще шалики. Такі коштує 40. 39,99. Ну, ось такі шапочки, які у моді кольори. Ось різні кольори, ширенькі в основному. А ось тут ось одна виділяється, гляньте, яка purple. Така, і вона в огулі у натурі сиренева, до речі. А камера дає як чисто purple. Да, скільки вона коштує? Ого, 25,99, 26 євро. Ось є ружовенькая такая. Угу. Ось такі есть шалик. За кольки такі. Кольки. 119,99, 120 евро. И я за 100. Я за 100. Это самое клеймило позором. А тут это ничего себе дешевле товары на первом поверсе. А? Як вам-то? Да. Да. Как говорил Тиса Воробьянин. Ой, не, Папанов. Да. Коли Миронов запел «Летять вудки и два гуся». О, какие жилеточки я побачила. Брожу тут в этом отделе. Ну, наприклад, ну вот сколько б такая коштовала? 79,99. 80 евро. Ось, глядите, такие тепленькие. Вот. Ой, столько шмоток, что у меня это происходит, как когнитивный диссонанс. А вот, глядите, какая тетя стоит. Глядите.
литовская. Литовская женщина, девчина. Во. У капелюши, видите, таким ой, это, как это платье? Забыла, сукенка. И вы глядите, как радикюльчик пригожий, блестящий. Ай, камера не передает блеск на цепочечке и сребные туфли. Ну, ось такая тетя у нас. Ось вид сбоку. А пальцы какие длинные, боже. Ну, вот. А как вам вот такое? Я не ведаю, вам передає блеск. Тут на свету так блестит. И кольки такое осолода. Усього лишь 60 евро, и она ваша. Ой, блин, я вот думаю, а кто такой бы опранул? Очень щиро скажу вам. Хто-нибудь опранул бы такое? Цікаво. Ось тут є ще одна жінка у іншому стилі стоїть. Це вот таким, ось такі брюки. У мужчин дудочки, у женщин, гляньте. Вот глядите, ранее женщины хотели показать ножки в обтяжечку. Ну, логично надели бы, чтобы показать ножки. А мужики у них такие розные ноги, и непригожие вельми часто. И они бы их наоборот, ну, как бы заховывали в широких. А что зараз? До чего мы дожили? Мужики ходят в дудочках, и у них все ноги на показ. А девчины и, ну так, молодые женщины у широких штанинах ходят. Ну вот что это? Як это разуметь? Это по скидочке 13, ну 14. Это уже, это даром, дети. Это уже t-shirts просто даром. Ой, все, я уже стомилась ходить по женскому отделу. Не хочу стомлять больше вас. Огроменный, вот еще раз покажу огульный планчик. И концов, и краев не бачно. Приходите, приезжайте, ведайте, что тут в торговом центре Озасі внутри есть одразу, доходите до первого эскалятора и по левому боку выходите, и там внутри этой крамы так само эскаляторчики такие. И перший, другий поверх можна набити шмат чаго, і мужчинського, і жіночого. Ну что ж, кое-что набыла я, мне треба было у подаруночки. И я ще раз показываю вам пригожую ялинку этой крамы. Это уже іншая, на іншем боку. И мы с вами стомленные, але задоволенные, покидаем эту краму с великим задовольнением. Ось, глядите. Дякую вам великий. Дякую вам великий. Курточка у вас пригожая. О, пригожая. О, справді класненькая такая. Ух ты. И она такая плащевочка. Вау, I like такие джеки. И вот такой джемперочек классный. Вы пробачьте, что я вас так докринаю еще до вас. Ну, такий стильный парнишка. Ну все, великий дякую. Лабаячу, геровакаро, висагяро. Пройдемся с вами по Озасу, уздовж променадной вулицы, основной променадной вулицы Озаса. И сябры хочу справить свою помылку. Я вам неправильно сказала, что каля першого того эскалятору поворот, коридорчик у прибиральни. Не, топы, значит, поворот и коридор на лифты указано. А вот, глядите. Вот, бачите, белизна.
якая продаецца тут. О, глядзіце. Штосьці няма там мужчынаў. А чаму так? Што ж яны так ігнаруюць? Такі прыгожы аддзел. Абутак. Саламандер. Я когда-то вам показывала. Все на своем месте находится. Вот, глядите, тут еще один эскалятор уже я дошла. Это уже другие эскаляторы, как вы вошли у краму. Здесь это у нас спортивные такие. До речі, ми тут, здається, Олешки набили вельми добрую курточку. Кафешечка посередине, можно каву спить, посидеть, перекусить. И вот мы доходим, памятаете, коли вы поглядели мы попереднее видео про Озас, предновогодний, предкрисмасовский, тут стояла такая великая ялинка, и там так было пригожо. А зараз что, висят какие-то рекламное что-то. Здесь такой приемный закуток, где можно вот так посидеть на мягких диванах и, не диванах, канапках. Я все путаю. Блытаю белорусское слово диван и диван. А диван насамрэч гэта ковер. Ой, цудоўная беларуская мова, обожаю. И мы идем. А вось, мне здаецца, вот калі вы так дайшлі пасля другого эскалятару, и можа калі завернуць направо, мне здаецца, тут чемоданы такі прыгожыя. Вось. Тут уже цирульни, лаки всякие. Можно маникюр сделать. Вот цирульня, я так думаю, или где тут. Вот тут слева докладно цирульня. А вот и прибиральник. Яны тут сделали, глядите, стеночку зеркальную. О, привитание. Вот и я. І, до речі, раней не було гэтай зеркальной такой стеночки, а были одразу туди можна було войти. Вот жаночая, там мужчинская, і яшчэ ёсць для сямей, для бацькоў з дзецьмі. Выходзячы з прыбіральні, я высветліла, што яны тут зрабілі, мне здаецца, раней не было. Вось такія камеры захоўвання, где вы можете... Ой, а як яна... тут ручечка ёсць. На жаль, ручка чорная, не бачна. Ось, напрыклад, вы вось так. Я думаю, такой же прынцып, як у Ікеі. Так? Ось. І таму яны, калі вы хочаце пакінуць какие-то будете рэчы, прыходзьце да прыбіральні. І таму яны зрабілі гэтую стенку, і тут таксама камеры захоўвання. Ось. А тут вось такие ручечки. То есть вот тут можно. Тут загнуто так. И можно отчинить. А таких ручечек нема. То бок тыя были ранее, я думаю. Пожалуйста, коли ласка. Ось. А это для инвалидов и бацькоў з дзецьмі. Все, выходим. Пройдемте еще по Озасу. Вось уборочка ідзе, собачка ідзе. До речі, приняли же тут в минулом году приняли такое решение, что в великих торговых центрах Акрополис, видать, и вот Озас, можно приходить с собаками, с питомцами и гулять тут и ходить. Это, конечно, вельми дивно для меня, например. Мне здаецца, что можно поехать в торговый центр, покинувши собачку как бы и дома. Хай отпочивая, выгулите ее перед гэтым, а потом пусть она там себе чакае вас. Спить на привычном
месцы і дома знаёмыя пахі. І адпачуваю, і чакаю сваіх гаспадароў. Навошта я па торговым цэнтру цягаю? Такая ўжо неабходнасць. Мне гэта здзіўляе. Я, конечно, згодна, што трэба любіць пітомцаў і жывёлаў. Але как бы любоў да пітомцаў гэтым не меряецца, што пітомцам можна сабачак, ну, кошак, не? Браць з сабою ў кафе, ў рэстарацыі. І пакуль вы сидзіце, маеце асалоду там ежай, ад ежы, то сабакі часта ляжаць альбо на асфальце, калі гэта кафе на вуліцы, на халодным асфальце, у любое надвор'е. Калі спякота, у спякоту ляжаць там у жары. Калі это ўнутры на плітках холодных там могуць ляжаць. Гэта разве, как бы, каханне, это любоў да жывёлаў. Что-то я сумняваюся. Калі нормальные блогеры б сказали, а что вы думаете по гэтаму поводу? Напишите, калі ласка, ў каментарах. Ось як вы думаете, вот трэба дазваляць прыходзіць людям у кафе, у рэстарацыі з сабакамі, з жывёламі і ў вялікія торговыя цэнтры і іх з сабой браць і хадзіць тут з імі. Вот как вы лічыце? Ось з дзеткамі, ладно, що це зрозуміло, ось яны. А ось з жывёламі. Я бы, конечно, любы блогер звярнуўся. А я уже ведаю, я звяртаюся, але гэта все дарэмна, тому что ніхто нічога ніколі не напіша. І я і не чакаю, але просто хочу, каб вы задумаліся. Давайте встанем вот на гэтую таксама эскаляцию. Мы будем провоцировать эскаляцию. Але тут без ступенек, каб можна было і людьми з абмежаванымі здольнасцямі. Ось мы падымемся на другі паверх Озаса. Я пройшла до конца, вы бачили. Тут и там такой круговой. Вот сзади остался этот спортшоп. Ось. И мы поднимаемся зараз на другі паверх. На гэтай так зручно. Я вам показываю наш шлях на другі паверх. Вот какие тут еще есть крамки. Я их всех физично обойти не могу, конечно. Глядите, вот поднялась, вот там сзади, вот тут мы, оп, 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 оп. Видите, как пригожие, какие кветки тут пригожие, глядите. Одразу стендик такие. Вельми пригожие. Пригожие колеры, пригожие такие кветки. Чудовно. Как вам доказать, что мы уже на другим поверхе, я сдыму вам перший. Вон он перший, вон. Ось там мы только что были, шли с вами. Ось насупраць H&M. Так само такі бренд адзення і ўсяго. Лічацца недарагі, как бы reasonable prices. Але, бачыце, я тую краму лічыла Шарлот. Какой-то крама, это парфюмерный или что? Или канцтовары. Я лічыла, например, недорогой крамой, оказалось. Там брендовые речи вышли, например. Один шалик 100 евро. А я бачила и 119, 120 евро. Вот это, до речи, аптека. На другим поверсе, как вы ведали. Глядите, какая великая аптека. Что там только можно не набыть. Еще можно. Мне подказали, что тут здесь на другим поверсе, каля першага эскалятару, вось гэтыя рекламы висять. Покуль что. Замест елки. Я не пойму, что тут рекламируют. Глядите сами, что... это, наверное, может, сдачу крови, может, донорство, что червоное. Сказала мне, працовница гэтай крамы, что
А это вот услуги по телефонам. До речі, у меня вот это, этого, как это сказать, модератора, оператора. Дык вось, что тут, каля першага эскалятару есть этот, для Рождества, для Крисмаса. Что, сегодня я хочу поглядеть. Это мы зараз дошли до вот этого великого круга. Давайте я вам покажу вот уже с другого поверха, где мы недавно шли с вами. Вот это такая площадочка овальная. И вот там я шла. Мы с вами там вот шли. Вот. И люди отпочивают. А мы пройдем далее. Я побачила, видите, какую краму. Я не могу прочитать и назву. И я побачила некую крисмасовскую пригожость. Давайте поглядим. Спочатку поглядим поза межами крамы. О, глядите. Я так разумею, что это посуд. Розный посуд, расписанный. Видите, как пригоже. Ой, как пригоже. О. А вот такие подушечки. Блюда, талерки. Еще фарфоровая, что ли, глядите, вот цукерница. Там еще якісь Санта-Клаусы. Альбо навод Деда Мороза. Ну, давайте войдем и поглядим. Глядите, какое блюдо пригожее. Великое такое. І я не бачу. Може ви побачите кошт? Ну, наприклад, ось стол, глядите, як упригожений. Якими речами. Пригоже так. Ось такі салатниці розные. Тут такі сурветки. Вот такая трехэтажная. А вы глядите, какая пригожая статуэточка. О, ялинка фарфоровая. Это такая соусница или что? Это великая. А может глядится не великой? Слева по борту. Вау! Видите, какой посуд пригожий. А, ось кошти, може, ось тут вот. Ось талерка это, наприклад. Я не бачу. Пробачте мене. Не специально, наверное, такие дорогие, что яны, как бы, не, пишется так кошти, как не бачу, человек понравилось, взял, да еще, потом платишь. А глядите, які стоять на верхнем поверсі. Ой, яка ялинка. Які солдати. Коняшка яка пригожая. А ой, який сніговичок пригожий. Там ще далі, яка коняшка. Ялинка. Ну вот, это мы попали с вами. Это мы с вами попали. Какой-то эксклюзив. Какой-то мир пригожости. Ой, какое велизарное блюдо. Вау.
Вельми великая, можно правильно сказать, великая, а не велизарная. Ну, далее посуд такі більш, такі не крисмасовські. Зараз я пройду. Ну, здесь еще покажем. Вот как пригоже як. Ось такі овальні блюда. Чудово. Ну, давайте подойдем, спытаем. Ой, добрый вечер, добрый день. Меня зовут Марианна, я из Минска, из Беларуси. Меня зовут Катерина? А вы литовка, извините? Я из Украины. Ви з України? О, слава Україні! Живи Беларусь. Живе. Дякую велике. Вельми приємно вас зустріти тоді. А може ви білоруську мову зрозумієте тоді? Я розумію. Тоді я можу українською спілкуватися. А ви українською? Ой, це вельми добре. Скажіть, коли ласка, що це за крама? Я впершиню. Ось я бачу, щось тут написано. Це що здесь? Це магазин посуду, дуже старий і відомий магазин. Він працює з 1748 року. Розумієте ви? 748 1748 году, ну не гэта крама працує, а гэты бренд. Саме виробництво. Да, і Німеччина, да? Німецька, так. І яны що роблять? Посуд і є окрема гілка, яка виготовляє сантехніку. Сантехніку так само. Але ми не співпрацюємо. Це зараз вони поділились на дві різні. Зараз що? Зараз це дві різні фірми. У нас Ага, і вони розділилися, так? Добре, і я ось бачу, ну, посуд вот, до Рождества, да, до Крісмаса. зараз так, різдвяний, була ще великодня колекція, Яка? Великодень, Пасха. А, Великодень. А, це ви вже по весні, так. А Ага. зараз вже новорічний. Різдвяний. Новорічні. І ось от я там криху поздимала, ось от коли давайте пройдемо, от, это, що тут я ще не здимала, що тут ось. Це фарфор, так? Так. Ці, от. Це теж. І це, не, я розумію, і от там, ну воно не Так, все порцеляна, новорічне. І там, де сірі стенди, це кістяний порцелян. Кістяни? Так, він виготовляється з додаванням кістей. Я даже не видела такое. А вот тут, вот давайте поглядим. Вот мне вот, ну, я хочу крисмасовское такое, новорічне. Ось, это конфеты, это что такие конфеты? Ну, це може бути для цукерок. Для цукерок, горішок, да. для печива, для чого завгодно. Ну, пригоже, да. А вот я не бачу кошти, ціни. Ціни на великому посуді зверху, тут 65. 65, наприклад, така коштує, а гэта? 39. 39, так. 33. Ну, гэта ж старіший бренд, так? Тому не танні товари. Так, і дуже якісний. І вельми якісні. Ну, да, вельми зрозуміла. Зараз 20% знижка на все різдвяне. Зараз 20% знижка, так вельми добре. А ось, наприклад, таке велике блюдо, кольки коштує? Ця вже 118. 118. Це без знижки? Альбо... Це без. Від цієї суми буде ще буде знижка 20, ви кажете, відсотків? Так. Добре. Угу. Ось як. Бачите, сябри, що? Ось так. Это вот что так у нас? Тягничок такий? Хто-хто? Тягничок. Так, Тягничок. це ось воно ось так іде. Дві деталі. Это такой комплект. Так. Типа вагончик, да? Тягничок і вагончик І такой. можна ще потрусити. Да, потрусить можна і ось. І кольки такий комплект коштує? От цікаво. 131 цей. Ой, ну так пригоже, йо-моє. Є менший. Угу. Він 33. 33. Угу. А ялинка? Ялинка це підсвічник. Він 70. Это туди можна ставити під свічечку. Так, така підлунка, і потім через ці отвори воно. Так, да. А ось та статуеточка там, що там? Це теж підсвічник. Это так само підсвічник. Ага. Ой, як пригоже. Це коняшка така. І така. Так, і це 65.
65. Ну от хто хоче зробити некий такий подарунок, може на місцях праці, там своїм босом, шефом, скинулись, да, колективчик. І на... Так. Подарунок для колег, тоді частіше за все купують іграшки. Что это? Іграшки прикрасили ялинку. Это такая ялинка или что вы говорите? А, Ну, игрушки. это импровизовано. А, это вы как бы... Ой, чтобы вешать... А как их побачить? А які у вас тут? А ось вони не будуть. Ага, не. Они там есть, так? Вось яны, да? Те ж самые, альбо іншие? такі самі. Ага. І ось кольки, наприклад? Ці всі по 22. А, кожная, да? Угу. Є А, так они тяжелые. Сябры, они его, гляньте. Чуете? Це вони металеві. Металличные? А, они не побьются, вечные. Ось це буде теж порцеляна. Ці і ці. І це лімітована колекція. Вони до кожного року готують якийсь новий дизайн. А, Це лімітовано саме цього. это колокольчики, а як по-українську колокольчик? А як по-білоруську так само не йду. А это Ось просто їх шарик, да? Так. Просто шарик. Ось, Ага. А это ви бачите? І кольки вони. Так само по 22? Ці 26, бо це лімітована колекція. А, лімітована. А що тут є ще з гэтих? Ну, от є такий вінок, є солдатик, так? Є ще, є що? Але це для серветок. Для серветок? Так. Да. А як? Туди вставлять, да? Отак Ну, згорнуть? коли Отак? сервіруєте, Да. Угу. Вот, глядите. Вам все покажем. Ой, коли просто сервируй. не ті серветки трішки. Ага. Ось так. О, бачите, як пригоже. Так, а коли шмат гостей, шмат серветок треба. І кожна така по 22. Ні, ця 9. А, ця 9? Ага. А які по 22? По 22 це ось інші. Ці всі. А вот это по 9? Ні. А це інші. А, це інше. Да. Розумію. Зараз розумію. Угу. Бачите, як вона нам Катерина розказала? Так треба вот 9. Угу. Ой, вельмі цікаво. Цікаво вельмі вам ви розповіли. Да. А скажіть, коли ласка, ви литовську мову вивчили? Ну, трішечки. Трішечки. А ви ходите на курси? Ну, я намагалася, але я ще навчаюсь, то трішечки не встигаю, тому так, на практиці. А давно ви тут живете? Після війни з'їхали? Після, так. Трішки більше, ніж 2 роки. Якого року? Трішки більше, ніж 2. 2. Ну Два так і ми сюди трапили у вересні 22-го року. От у вересні було 2, і ми так само трішки, ну муж і я, трішки більше, ніж 2. І ви так само приблизно? Ми у травні. А, у травні. Тобто 2,5 вже практично. А ви з якого місця в Україні? Я з Луганської області. Какой? З Луганської А, області. з Луганської. А потім в Харкові вже. Так ви менавіта за війни, да? Ну, как бы, про війну, з-за того, що війна почалася. Так, да. І що там зараз у вашому родному місці робиться? Окупація. Окупація. А родні свояки зосталися там? Бабуся з тьотею. А так в основному всі теж. Хтось за кордону, хтось як і у нас. Хтось в Україні. Як і у Це нас, просто так. інші міста. Ну, а ви сумуєте по родині? Хотіли б вернутися? А ви сподіваєтеся, що зможете вернутися чи ні? Ну, хотілося б вірити, так. І у вас ось тут що за значок такий?
Ну, це прапор і герб, бо я погано литовською розмовляю, щоб... Ага, вы даете приклад, что вы из Украины. А я вот не, у меня зрок дренный, тому не одразу зауважила. Великий дякую вам за розповідь, за вашу вот эту вот экскурсию. И зараз я уже как бы спинюсь. Ну что, сябры, вот тая крама, где я была и где поздымала крисмасовские всякие посуд, вельми пригожі. А так само познайомилася і так само і ви побачили чудовну українську дівчину. Але я зараз йду на вихід, буду виходити з Озаса. И вот эта крама, это вот первый эскалятор, где мы с вами починали. А я пройдусь по этому боку. Вот эта крама, там оденье. Тут кафешечка такая. Можете перекусить тут, коли захочете. Ой. Ну и мы заходим. Меня уразил этот посуд такой вельми пригожий. Конечно, дорогие. Але больше меня уразила встреча с девчиной из Украины. И я вам щиро скажу, я выключила камеру. Може, хвилин 30 ми з нею розмовляли поза камерою. І обміркували різні речі. Сподіваюся, легко можна здогадатися, про що ми з нею розмовляли і що ми обмірковували. А я підходжу до ескалатору і ми поїдемо вниз. Вот так. Мы едем до выхода, где двери отчиняются, але я бачу, что просто стройными рядами, глядите, люди уваходят только в Озас. Сегодня пятница, это день, когда литовцы гуляют. Это конец тыдня. Глядите, как двери зараз отчинятся. А что они не отчинились? О, так я, може, в іншу дверь вийшла? Или они отключили? Покольки шмат людей заходить, вони, напевно, отключили. Они просто не поспевают. Они не поспевают, как бы, зреагувати на выходящих людей. Ну, я гляжу, просто толпы идут. Я так глядите, вот я выходжу, это ранний вечер, а кольки там годину я не ведаю. И вот, глядите, ще идут. А тому что там кафешки, там шмат кафешек на 3-м поверсі, да и так разбросаны. И яны просто там зустракаються прямо и проводят вечер. Прямо глядите, как прямо, не знаю, может, мероприятие. Сябры, я узгадала, я ж заглянула в Юск, я уже не здымала. Тут есть Юск, так само там крисмасовский, но уже не стала здымать. Юск я уже, глядите на моем канале ранее. Шукайте у плейлисте магазины Вильнюса. А по всему Юску такие, как бы, на гелии шарики надутые, баллончики такие, желтые и черные. А я спитала у женщины, а чему, что означает эти шарики и менавіта таких кольорів, желтые и черные? А яна каже, я говорю, альбо это упригоживание. А яна каже, так это означает Черная пятница. Сегодня скидки, знижки. И у Юскі, і, напевно, вам шмат де. І тому яны, ну, как бы, вот эти баллончики такие, да. А я кажу, така Черная ж пятница наступная мусить быть. Ці калі там, ось. 29 листопада будет Черная пятница, потому что День Благодарения, Thanksgiving Day, 28 опушний четвер листопада, и на наступный день Черная пятница. А они говорят, а у нас уже сегодня Черная пятница. Ну, ось, может, тому люди так и идут. О, я забыла снять окулярчики, ну ладно, зараз уже. Коли з вами розвітаюся, здимо окуляри. І так, сябри, я ще раз велике дякую.
за то, что набрались и терпения, и может даже навіть з таким, как бы сказать, задовольнением, зацікавленістю і з цікавостью поглядели мою вандровочку, мой променадик по Озасу. Где там у нас эта назва? Вон она. Бачна? Вон, Озас. Я ще раз велике дякую. Дякую дівчині з України за розмову. Велике дякую вам і успіху у вашій праці. А вам, сябри, велике дякую ще раз і до наступних зустріч. З вами була господариня Мар'янна, або просто Мар'янна. І до нових зустріч. Пакуль!